Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Не успел президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прилететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, как, опережая и предвосхищая события, многие эксперты делают свой анализ того, чему может быть посвящена встреча двух лидеров. Именно этой теме посвящен большой материал издания «Коммерсант» под названием «Бакинское время Москвы», в котором отмечено, что это станет первым личным контактом двух президентов после их переизбрания в 2024 году. Досрочный вывод российских миротворцев из Карабаха и возвращение Азербайджану 4 сел в ходе демаркации и делимитации границы с Арменией дают шанс реанимировать трехсторонний формат переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении, переставший работать в условиях сближения Еревана с Западом. Отметим, что после Ильхама Алиева в Москве ждут премьер-министра Армении Никола Пашиняна для серьезного разговора о внешнеполитической стратегии Еревана. В конце прошлой недели пресс-служба Кремля анонсировала этот визит так. Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике. Незадолго до визита президента Алиева новостью стало обнародованное в Москве и Баку решение о начале досрочного вывода из Карабаха российских миротворцев, мандат которых истекал только в ноябре 2025 года. Это событие породило множество комментариев в России, Азербайджане и Армении. Рассуждали, что бы это значило, выдвигались различные, часто конспирологические теории. Вывод российских миротворцев из Карабаха, обнародованный в преддверии переговоров в Кремле, это важный этап в дальнейшем обеспечении региональной безопасности. Теперь вся полнота ответственности за ситуацию в Карабахе как неотъемлемой части Азербайджана ложится непосредственно на азербайджанское государство, и Москва демонстрирует понимание того, что у Баку есть все необходимые ресурсы и возможности для решения этой задачи, считает азербайджанский эксперт, директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. По его мнению, еще одним фактором, предопределившим уход российских миротворцев на 1,5 года раньше срока, ранее согласованного в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, стали новые угрозы безопасности в регионе. Тут, безусловно, имеются в виду планы Армении интегрироваться в евроатлантические структуры. До последнего времени в Армении для обоснования усиления западного присутствия на своей территории ссылались на то, что в Карабахе есть российские миротворцы, и их присутствие необходимо уравновесить. В свою очередь, для Запада это служило поводом для наращивания присутствия в Армении. Речь о так называемых европейских наблюдателях на границе с Азербайджаном, которых в Москве и Баку считают скрытой военно-политической миссией Евросоюза и о других формах проникновения в регион через Армению под видом гуманитарных миссий. Однако теперь ссылки на фактор российских миротворцев как предлог для продолжения игры Запада в Армении перестают работать. Особенно важно, что решение это предвосхитило российско-азербайджанские переговоры на высшем уровне в Кремле, считает эксперт Резван Гусейнов. Вторым событием, вызвавшим большой международный резонанс и волну откликов руководства ООН, США, Евросоюза, Турции накануне переговоров президентов Путина и Алиева в Москве, стала достигнутая в прошлую пятницу договоренность о демаркации границы на участке 4 сел на северо-востоке Армении, которые перейдут под контроль Баку. В ходе встречи, которая прошла на границе под председательством вице-премьеров Армении и Азербайджана Григоряна и Мустафаева, стороны подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга и указали, что они создают не новые границы, а воспроизводят де-юре границы, существовавшие на момент распада СССР. Это важное достижение, считаю это событие краеугольным для следующего этапа развития нашего суверенитета и независимости. Это решение также существенным образом снизит риски в сфере безопасности на этом участке и на всей протяженности линии границы, прокомментировал договоренность Баку премьер
Армении Никол Пашинян. В связи с демаркацией границы Никол Пашинян не исключил вывода российских военных с приграничных с Азербайджаном территорий. Российские посты появились там в результате конкретной ситуации. То, что происходит сейчас, конечно, является существенным изменением ситуации. Конечно, существенное изменение ситуации будет иметь влияние по всем направлениям, пояснил господин Пашинян в минувшую субботу. Граница является признаком мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя самостоятельно, будут в состоянии осуществлять охрану границы, добавил он. Ранее сообщалось, что российские пограничники 1 августа будут выведены с ереванского аэропорта Звартноц. Таким образом, события последних дней создают новую коллизию в треугольнике Москва, Баку и Ереван, которая, судя по всему, и станет главным предметом намеченных на сегодня переговоров президентов Путина и Алиева в Кремле. Глава МИД России Сергей Лавров, рассуждая об отношениях с Арменией в интервью российским СМИ, которое он дал в конце прошлой недели, указал на необходимость обозначить границы Армении, завершить делимитацию, прежде чем говорить об определении зоны ответственности Организации договора о коллективной безопасности, на чем настаивает Ереван. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправильными заявления о том, что армянское население непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинуло регион якобы из-за бездействия российских миротворцев. По словам Лаврова, он надеется на продолжение контактов России с Арменией на высшем уровне для честного обсуждения ситуации. Никол Ваваевич Пашинян сказал, что они ценят то, что у них было с Россией. Трудно переоценить, что Россия сделала для безопасности, экономики, суверенитета, и то, что было и есть в наших отношениях, надо ценить. Я надеюсь, что будут контакты с президентом, где можно будет это откровенно обсудить без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели, заявил глава МИД России. Подробнее эту тему мы обсудили с политологом Бесланом Хакбом. Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Наша сегодняшняя основная тема – это сегодня начнутся в Москве переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина. И как вам кажется, с чем в основном связаны этот приезд, этот визит? Вы знаете, вокруг Карабаха, вообще вокруг Армении и Азербайджана события развиваются стремительно, потому что такие события, которые не разрешались в течение десятилетий, скажем, да, они вроде бы разрешаются. Урегулирование, вопрос Карабаха и так далее, и так далее. И в этом отношении вопрос ставится, вообще некоторые ставят вопрос, а каково вообще участие России за последние месяцы даже, скажем, да, какова роль России в урегулировании этого конфликта вот в связи с выводом миротворцев, и не покидает ли Россия вообще Южный Кавказ? Да, вот. И такие вопросы поднимают, и в связи с этим вот приезд Алиева, это говорит о том, что все-таки роль России велика на Южном Кавказе, несмотря на то, что миротворцы выведены, все-таки, знаете, учитывая, что Россия большая кавказская страна, и все-таки влияние на Южный Кавказ всегда будет оказывать. И в том числе в разрешении урегулирования конфликта, этот конфликт все-таки будет иметь место долго между Арменией и Азербайджаном. Это вопрос определения границ, это вопрос вообще-то и другие вопросы, связанные с коммуникациями и так далее, роль России велика. И в этом отношении все-таки приезд Алиева, наверное, еще раз даст какой-то такой толчок в разрешении, в установлении стабильности в этом регионе. Это первое. Второе, надо еще очень много вопросов. Почему так стремительно получилось так, что почему были выведены войска миротворцы? Почему это случилось? Это случилось потому, что задачи, функции, которые она выполняла, уже таких функций нет. Потому что, учитывая, что исход завершился армянского населения из Карабаха, и потому нахождение миротворцев российских меняет статус. То есть уже это, учитывая, что окончательно решен вопрос, как говорит руководство Азербайджана, статус Карабаха, нахождение бессмысленным становится. Потому и вот такой стремительный уход получилось так вот миротворцев из Карабаха. И другие вопросы, которые возникают, кстати, на Южном Кавказе, потому что там очень много противоречий, связанных и с другими игроками на Южном Кавказе. За последние месяцы активно начинает действовать Запад в лице Франции. Вот якобы может эта страна заменить Россию в разрешении многих конфликтов. Я уверен, что этого не произойдет, потому что все-таки традиция, история, вот взаимоотношения России со многими народами Южного Кавказа, все это будет о себе знать. Я уверен, что влияние России на Южный Кавказ будет оказывать, и учитывать ее интересы будет всегда.
А как вам кажется, многие сейчас предсказывают, что вслед за Алиевым в Москву может приехать и Пашинян. Вообще вопрос того, что происходит именно в армяно-российских отношениях, это сейчас тоже очень важный вопрос. Возможно ли это, как вам кажется? Это возможно, потому что, несмотря на то, что вот антироссийскую якобы носит последняя политика Армении по отношению к России, контакты сохраняются, связи сохраняются. Было заявлено, что Армения выйдет из ОДКБ, но все-таки, понимаете, влияние России велико на Южном Кавказе до сих пор. Потому что, во-первых, там находится, мы будем называть, военная часть, Гюмри. Понимаете, несмотря на то, что вот агрессивные высказывания со стороны Пашиняна, если реально посмотреть, вот какие будут последствия, если окончательно уйдет. Представьте себе такое. Да. Окончательно ушла Россия из Южного Кавказа. Это решит вопрос гарантии государственности Армении? Конечно, нет. Понимаете, много конфликтов со своими соседями. Я не уверен, что когда-либо Иран придет на помощь Армении, если какой-то конфликт возникнет с Азербайджаном и Турцией. Понимаете, надо все это учитывать. Я думаю, что армянское общество поймет, что это очень такие стремительные события, которые произошли в последние месяцы, это не в пользу армянского народа. Потому что все-таки история взаимоотношений Армении и Россия показывает, что роль России в становлении государственности, сохранении армянского народа очень велика. Я уверен, что они это поймут, и какие-то связи в другой форме, в другом формате все-таки сохранятся. Многие сторонние наблюдатели, они как будто бы уверены, что все-таки, допустим, между Азербайджаном и Арменией это длительный конфликт. Вот вы говорите, что он еще будет продолжаться, но когда ты смотришь со стороны, вроде бы договорились, например, о 4 селах, да, была демаркация. С 1 августа уйдут российские миротворцы, причем Россия сама, то есть на это согласна, то есть эта договоренность уже есть. Но и как будто бы конфликт исчерпан. Почему вы считаете, что он еще может проявиться? Вы знаете, потому что вражда между армянами и азербайджанами сохранится десятилетиями. Это первое. Второе, очень много проблем, связанных с другими регионами. Прежде всего, так называемый Синюкский регион, это район Зангизор, называют азербайджанцы, это район, соединяющий Азербайджан с Нахичеваном. Вы знаете, этот район, Нахичеван вообще-то более Азербайджана. Когда был Советский Союз, не было проблем, потому что коммуникации были стабильны, связи, дороги, все было. Железная дорога, все было. Когда наш конфликт возник, связи никаких нет, кроме воздушной. Понимаете, вопрос это необходимо решить. Когда заключали трехстороннее соглашение в 2020 году, там был пункт, что все коммуникации будут разблокированы. Но этого не случилось. Понимаете, и как будут дальше развиваться, в этом, даже этот вопрос, да, этот вопрос еще неизвестный. И роль России велика в этом отношении, и роль, может быть, даже Ирана. Понимаете, здесь очень глубокое противоречие, которое еще долго будет сохраняться, и вряд ли силами Армении, и силами даже самого Азербайджана, и даже Турции, эти проблемы снимутся без участия России. Потому конфликт все-таки будет иметь место. Это надо приветствовать, что такое случилось. Знаете, без посредников, между прочим, представители Армении, Азербайджана, Сирии решили вопрос этих 4 сел. И говорят, что они вернутся к границам, которые имели место еще в Советском Союзе, административном. Если это случится, это хорошо. Это говорит о том, что мирное соглашение все-таки будет подписано. Но потом возникнут другие вопросы. Связанные с этими коммуникациями, связями с Нахичеваном, и вообще в развитии экономического развития и так далее, и так далее. Потому, знаете, там еще много проблем, которые необходимо решить, и вряд ли без участия эти проблемы снимутся. Понятно. И то есть правильно ли я понимаю, что тогда получается, что, на ваш взгляд, и эти переговоры, которые сегодня начинаются, и, возможно, будущая встреча и с Пашиняном, то есть это какая-то такая попытка найти новые коллизионные такие отношения между Арменией, Азербайджаном и Россией, войти в какой-то новый другой статус отношений? Вполне возможно, что в разрешении этих проблем, взаимоотношения между Россией, Арменией и Азербайджаном, они окажутся в новом формате. Да. Понимаете, трехстороннее соглашение, которое было подписано, это привело к конфликтам, к исходу армянского населения, к трагедии, скажем так, это все действительно трагедия. Но, понимаете, потом возникают другие проблемы, как решить. Без участия России невозможно, я больше чем уверен. Но какой формат взаимоотношения, учитывая, что все-таки, знаете,
политика Пашиняна действительно носит такой, за последние месяцы, даже я так скажу, вот такой антироссийскую направленность, учитывая его некоторые очень конфронтационные заявления по отношению к России, конечно, это не создает условия хороших взаимоотношений между Арменией и Россией. Но все-таки я уверен, что это вопросы времени. Я уверен, что некоторые другие проблемы, о которых я вот и говорил, без участия России невозможно. Новый формат будет наверняка создан и с участием президента Азербайджана, и премьер-министра Пашиняна, с участием политического руководства России, чтобы решить эти все проблемы. Потому что это еще и учитывает, знаете, это в интересах Российской Федерации тоже. А каковы интересы на Южном Кавказе? Чтобы там здесь был мир и стабильность. А как вам кажется, каковы в этом всем интересы Турции? Как сейчас, в какой она позиции? Турция, благодаря Турции, вообще-то, Азербайджан и выиграл войну. Это все признают, так оно и есть. Это первое. Второе, влияние она будет оказывать, причем влияние оказывать и на Армению, учитывая, что некоторые вот связи налаживаются между Арменией и Турцией тоже. Потому что мы не будем забывать, что некоторое время назад Пашинян даже побывал в Турции. Знаете, это говорит о том, что Турция заинтересована в налаживании экономических и других связей тоже. И это приведет, наверное, вообще к миру в регионе, к стабильности. И в этом заинтересована Россия. Но, понимаете, все-таки на кого-то надо полагаться, когда вокруг страны, с кем ты конфликтовал. Конфликтные отношения. Я имею в виду Азербайджан и Турция. А на кого полагаться? Армении. Если вопросы, проблемы возникнут очень остро, встанут вопросы, кроме России. Неужели кто-нибудь думает, что западные страны придут на помощь Армении, допустим, из США или, допустим, из Франции? Конечно, нет. Понимаете, все-таки здесь надо учитывать и историю, нахождение Армении в Советском Союзе, связи между русскими и армянами. Я уверен, что это в интересах армянского народа. И так это случится. Это вопросы времени, которые, вот, знаете, вот политика, которая ведется нынешним правительством, она, я не хочу называть, что это все-таки это выбор армянского народа, но я не думаю, что она до конца отвечает интересам Армении. Пройдет время, я думаю, что и политика, направленность по отношению к России изменится, хорошие дружеские отношения между Арменией и Россией неизбежны. Понятно. Большое спасибо, что ответили на наш вопрос. Благодарю вас. К другим темам. Американский Конгресс принял законопроект о выделении финансовой помощи Украине. Правда, проект еще должен утвердить Сенат и подписать президент США, но то, что это произойдет в ближайшее время, сомнений не вызывает. Баталии по поводу выделения финансов Украине длились несколько месяцев. Спикер Конгресса Майкл Джонсон долго отказывался выносить этот вопрос на обсуждение Нижней палаты американского парламента. Он, как и многие республиканцы, выдвигал условия, что сначала должны быть приняты проекты по охране границы с Мексикой и ужесточению миграционного законодательства. Уже потом будет вынесено решение о финансировании Украины, или эти вопросы нужно прописать в одном проекте. Белый дом и демократы отказывались это делать. Потом был проект Сената, в котором предусматривалось выделение денег Украине и некоторые, цитата, косметические аспекты по ужесточению миграционных законов. Но республиканцев в Конгрессе этот вариант не устроил. И вот Конгресс проголосовал за финансирование Украины, а все проекты по защите границы с Мексикой зависли в воздухе. Считают ли это победой Белого дома? Безусловно, сходятся во мнении многие эксперты. При этом часть республиканцев пытается доказать, что это не так. В первую очередь они делают упор на то, что в отличие от проектов демократов речь идет не о безвозмездной помощи, а о кредите. В проекте прописано, что администрация президента США должна сформировать и согласовать с Украиной условия возвращения кредита. Интересно также, что даже в республиканской партии не все так очевидно по вопросу поддержки Украины. Среди республиканцев есть фракция ястребов, которые априори выступают за поддержку Украины против России. Есть умеренные, которые опасаются, что повторение афганского сценария на Украине ударит по международному имиджу США. И есть те, с кем поработали украинские лоббисты. По информации украинских телеграм-каналов, Киев выделил на продвижение проекта $70 миллионов. Другим важным актором является американский военно-промышленный комплекс, который является, по мнению многих, главным выгодоприобретателем от принятия законов о финансировании Украины. Согласно ему, $23 миллиарда идут на пополнение запасов вооружения и боеприпасов самих штатов вместо тех, которые были
переданы Украине. Около 14 миллиардов долларов на закупку различной военной техники, боеприпасов для Украины и еще 11 миллиардов долларов на текущие операции в регионе. Экономическая помощь непосредственно Украине составляет 9,5 миллиардов долларов. Таким образом, видно, что большую часть пирога получат оружейные магнаты США. И понятно, что они не сидели сложа руки. Как утверждают американские журналисты, лоббисты военно-промышленного комплекса есть в окружении самого Джонсона. Кроме того, Джонсон изначально был компромиссной фигурой для разных фракций республиканцев. На определенном этапе его кандидатура устроила как правых, условно, трампистов, так и умеренных с ястребами. В вопросе финансирования Украины он, в конце концов, занял сторону последних. Также нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Джонсон в последние месяцы подвергался сильному публичному и непубличному давлению по украинскому вопросу. Некоторые западные СМИ писали, что именно спикер будет нести персональную ответственность, если Киев падет. Видимо, давление и, возможно, какие-то бонусы заставили Джонсона поставить проект на голосование. Какова же роль экс-президента Дональда Трампа в принятии проекта? Формально никакой. После голосования Трамп не высказал своего мнения относительно проекта. Вместо этого он начал критиковать европейцев, что те дают Киеву денег меньше, чем США. Сторонники Трампа голосовали против проекта, и некоторые из них грозят Джонсону, что отправят его в отставку, раз он поставил законопроект на голосование. Однако некоторые американские политологи полагают, что Джонсон не рискнул бы пойти на такой шаг без поддержки Трампа. Задержка денег ослабила режим Зеленского. У Трампа же есть надежда, что этого будет достаточно, чтобы военные силы Украины до выборов в США понесли ощутимые поражения, в которых можно будет обвинить Байдена. Вероятно, что данной концепции в отношении киевского режима он будет придерживаться и дальше. И даже когда станет президентом, будет искать возможности получить из украинского конфликта максимум политических, экономических и информационных дивидендов для себя лично и для США. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.